координатор экологического движения «Биом». Давайте поприветствуем ее. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, коллеги, всем привет. Как у вас проходит работа? Все хорошо у нас. Как ваше настроение? Спасибо, отлично. Я очень рада, что вы меня пригласили сегодня. И, если честно, я не знаю, я попробовала свою презентацию построить в некотором интерактивном таком режиме. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, отвечайте на вопросы. Давайте будем разговаривать. Я надеюсь, что наш разговор сегодня получится интересным и продуктивным. Поэтому у кого есть камеры, пожалуйста, включайте. Я не очень пока понимаю, как у вас это все вот организовано. Я знаю, что у вас уже сегодня 5-й день, и вы много чего интересного узнали. Вот, но при этом, как вот вы поднимаете руку или пишете в чат, как вот вы реагируете на докладчика? Они обычно включают микрофоны и отвечают на вопросы, или же пишут в чат. Отлично. Да, видите, просто по ходу моей презентации, мне кажется, было бы хорошо, если бы мы общались голосом, потому что в чат я не всегда могу увидеть. Ну, конечно, у кого сложности с микрофоном, ребят, пишите в чат, как вам будет удобно. Но мне было бы комфортнее, если бы вы включали микрофоны и просто говорили вот то, что вы считаете нужным. Итак, я тогда, наверное, запущу сейчас свою презентацию. Сейчас, одну секундочку, как нам это все сделать. Так, весь мой экран. Нет, мой экран не пойдет. Ага, видимо, вот так. Да, коллеги, ребята, видно? Да. Все, отлично. Ну и так, первое, да, меня зовут, как уже Мири меня представила, меня зовут Анна Кириленко. Я представляю экологическое движение «Биом» и также являюсь председателем Совета глобальной лесной коалиции. Экологическое движение «Биом» – это организация, которая работает в нашей стране с 1996 года. Ну, в 96-м формально мы получили регистрацию, а так мы начали работать с 93-го даже. И вот вы знаете, когда я поступила в университет, я заканчивала биологический факультет КГНУ, и я сразу узнала, так получилось, что я узнала о том, что есть такая организация, и я в этот же день, я еще не знала, поступила я или нет, вы все знаете лучше меня, насколько большие эти волнения, когда поступаешь, да, еще вот ничего не знаешь, как это все будет, и вот еще не начались толком экзамены, я уже написала заявление в эту организацию и, собственно, стала ее членом. И вот представьте себе, с 96-го года, страшно сказать, сколько прошло времени, но мы работаем вот все это время, да, и действуем на благо нашей страны, на благо сохранения биоразнообразия. Я решила сделать презентацию сегодня для вас, такую, может быть, чуть-чуть не совсем обычную, потому что я знаю, что вы интересная аудитория, молодая. Ну так вот, после этой презентации, что вы сможете сделать? Первое, вы сможете с легкостью находить ошибки в учебниках географии и биологии. Второе, вы получите некоторые аргументы, которые вы сможете использовать в споре или в дискуссии с Чарльзом Дарвином. Я понимаю, что, наверное, это достаточно специфическое такое умение, да, но тем не менее мы будем говорить с вами и об эволюции, в том числе и о жизни в целом. Ну, конечно, после этой презентации вы сможете стать частью светлых сил. И уж точно будете знать, что нужно на самом деле делать для преодоления экологического кризиса. Итак, поехали. Ну, первое, у меня будет 4 вопроса, 4 вступительных вопроса, где я попрошу быть вас активными и отвечать на них. Любые размышления приветствуются, да, то есть наша задача сейчас разбудить мысль, да, и начать думать об этом, потому что не все так просто, как кажется. И именно об этом мы сегодня с вами постараемся вместе поговорить.
Ну и вот вашему вниманию такая красивая красочная картинка. И первый мой вопрос связан вот с чем. Ребята, что такое биоразнообразие? На ваш взгляд? Это все организмов. Все организмы, флоры, фауны, отлично. Угу. Так, еще есть идеи? Пока нет, да? Ну, тем не менее. Пишет Возьмем... разнообразие. Чат Я... Мирбекова. Разнообразие всех живых организмов написали. Отлично, да, Мирим, спасибо, потому что я вот когда делаю шерю презентацию, да, я не вижу чат. Поэтому, если можно, вас попросить зачитывать комментарии у людей, да, и, может быть, какие-то вопросы, по крайней мере, пока я шерю презентацию. Да, отлично. Мы вернемся к этому пониманию чуть позже, да, но теперь давайте мы перейдем к следующему вопросу. И вопрос вот какой. Я надеюсь, что все из вас так или иначе знакомы с фильмом «Аватар». Давайте подумаем, вот какую бы самую важную мысль вы бы взяли из этого фильма. Может быть, несколько. Что нужно беречь природу? Беречь природу, отличная мысль. Можно несколько мыслей, кстати. Что мы тесно связаны с природой, так как они же связывают жизнь, деревья жизни. Отлично, отлично. Что жизнь связана, все связаны со всем, да? Угу. Прекрасный вывод, кстати. Угу. А есть еще идеи? Что человек связан с природой, и он влияет на нее очень большим образом. Человек связан с природой, влияет на нее большим образом. Отлично. Также, когда мы только находим новое место, как главный герой, то нужно увидеть начало, так как вмешательство человека всегда чревато последствиями. Отлично, да, тоже очень интересный вывод. Жизнь Да. бумеранг. Бумеранг. Ага, да, бумеранг, да, это тоже... Очень важно жить в гармонии с природой. Отлично. А вот помните вот эти вот люди, которые там пытались что-то добывать и так далее? Путем вторжения в природу для собственной выгоды мы можем уничтожать дом других. Если честно, ребята, я даже не ожидала, что у вас будут такие глубокие и важные мысли. Но, то есть я вчера даже со своими коллегами мы обсуждали, и я думала, поставить ли эту картинку и обсуждать ли, видели ли вы или нет, и так далее. Но я просто хочу вам сказать спасибо за те мысли, которые вы сейчас высказали. Они действительно очень глубокие, и давайте их пронесем через всю презентацию, потому что мы с вами постараемся так или иначе вокруг этих мыслей размышлять. Так? То есть вот держите их вот где-то рядышком. Итак, третий вопрос, который я хотела бы задать, это вопрос о том, как вы считаете, почему в Кыргызстане текут реки? Потому что у нас много гор, также ледников, и это сопутствует тому, что у нас есть много рек. Отлично, ледники. Хорошо. А еще? Откуда берется вода в ледниках? За счет снежных осадков. рек. Да, вот. Осадки. С чего-чего? С озер, с океанов берутся вот осадки. Осадки. Так, отлично. Осадки, которые поднимаются, испаряются, да, и переносятся на ледники. И там консервируются потом таяние ледников. Круговорот воды. Что? Круговорот воды. Круговорот, отлично. Круговорот воды. Именно поэтому в Кыргызстане текут реки. Отлично. Мы к нему вернемся. А вот давайте посмотрим на вот такую вещь. Я сейчас попробую открыть это в Google Maps. Я надеюсь, что вам сейчас это будет видно. Вот вы видите, где расположена наша страна?
Вы видите, коллеги? Ребят, видите? Да. Google Map видите? Нет, мы вот презентацию видим. Презентацию видите? Сейчас тогда мне нужно будет поделиться с вами по-другому, да? Я вот карту видим, я вижу. Карту карту видите, видим. да? Да. Это Google Map. Google Map видите сейчас, да? Видите Google Да, Map? да. Я приближаю. Ага, отлично. Вот смотрите, вот наша замечательная страна, да? Вот она. Вот Иссык-Куль, да? А вот это что, знаете, вот? Что это? Вот можно Извините, я думаю, только видим картинку большую, да? вы не видите Google Map, То, что да? вы вот увеличили, мы не видим. Все, давайте секундочку, я сейчас вам тогда покажу другое окно. Да, вот это тогда правильно. Сейчас. Так, как бы это сделать? Вот. По всей видимости. Тогда вот так. Мгм. Ага, ну я не уверена тогда, может ли это быть. Давайте я вам скину ссылку, вы сможете это поглядеть сами? Да, конечно. Да, или Мирим, да, можно тогда попросить вас, чтобы вы расширили эту ссылку. Сейчас. Ссылочка. Ссылку надо в чат, да, отправить вам? Да, было бы хорошо. Ага. Так. Чат, сейчас еще же чат надо разобраться. А чат у нас где? Вот он, нашла. Ну, чат, вот он. Те, кто в Ютубе, мы вам сейчас скинем. Все, я тогда отправила уже в чат. Вы можете открыть, да, и показать эту карту. Ну, так или иначе, мы знаем, работаем, да, с Google Map'ами и понимаем, как и где там искать чего. Просто нужно нажать на ссылочку и скринить, и показать экран. Есть? Ребята, Ну, ладно. разобрались? Я тогда могу продолжить, да, наверное, презентацию. А вы будете смотреть, что там рядышком и так далее, да? Так, вот. Итак, давайте смотреть. Так, начинаем с текущего слайда. Вот, мы находимся с вами вот здесь, в середине континента. А что находится вот здесь? Видите, вот эти желтые области. Что это такое? Это горы. Желтые – это пустыня Гоби. Да? Вот здесь она, рядышком. И как вы думаете, в пустыне есть реки? Нет, в пустыне не бывает. Можно подземные. Может, подземные, да, но рек нет на поверхности в пустыне. Мы с вами находимся на одной широте. Видите, с пустыней Гоби фактически. Ну, плюс-минус. Но здесь рек нет, а у нас реки есть. Почему? Потому что мы высокогорная страна, да? Угу. Климат? Климат. Угу. Мы уже вчера говорили о том, что леса помогают тому, чтобы появлялись реки новые. Молодцы. Да, конечно. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на вот эту карту, да, и вообще на карту Земли, мы увидим, что, смотрите, вот о чем может вам сказать вот эта территория. Вы видите, да, мою мышку, где я показываю? Тропический пояс. Нет, Африка. Видите, вот эта желтая часть Африки. Это пустыня, да? Пустыня. Это пустыня. Да. Смотрите, и здесь именно когда-то была наиболее активная жизнь человека. Да? То есть вот здесь появлялись первые цивилизации. Да? И получается, что сегодня мы можем говорить о том, что так или иначе все пустыни, которые есть на территории планеты, они имеют антропогенное происхождение.
Потому что, и вот в этом мы сейчас с вами будем разбираться. А почему? Потому что. Почему? Как же это все устроено? И вот на самом деле вот эти вот вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, да, это очень нетривиальные вопросы. Почему текут реки? Почему реки текут в нашей стране, а рядом, например, в пустыне Гоби их нет? Да? Почему здесь осадков больше, а здесь их меньше? Да? Хотя на самом деле все расположено более-менее как-то на одних широтах, и там же есть тоже не так далеко горы, да, и так далее. То есть что, какая особенность есть здесь и какой особенности нет там? И вот с этим вопросом задавался один очень значимый ученый, которого зовут Виктор Георгиевич Горшков, который стал разбираться в этом, а как, собственно, вот все устроено. И ставить перед собой нетривиальные вопросы, это, наверное, очень, очень важная задача, которая стоит сейчас перед всеми нами. И вот теперь давайте вернемся. Вы сегодня уже говорили об этом. Да, цикл воды, да, круговорот воды. Вот давайте посмотрим, как же, что здесь показано. Действительно, испарение жидкости с океана. Потом конденсация. Осадки выпадают над океаном, осадки выпадают над сушей, осадки выпадают над ледниками. И точно так же испарение происходит с поверхностных потоков, с рек, озер, с деревьев и так далее. Да? И вот таким образом, вот эта вот картинка, она представлена практически во всех учебниках биологии, географии, в большей степени географии и так далее. И вот мы сегодня с вами постараемся разбираться с этой картинкой. И вот один из важных вопросов, вот смотрите, а почему вода, которая испаряется над океаном, уходит и доходит до центра континента, то есть вот до сюда? Вообще-то по логике, смотрите, вот тут вот она испарилась, и вот тут сразу выпала, вот тут максимум, да, недалеко. Какого ей, извините, дела, да, лететь бог знает куда и долетать до центра континента? И потом, это же может быть совершенно случайность. Полетела, долетела, не долетела, да, и так далее. Почему? Видите, и вот эта картинка, она не дает ответа на этот вопрос. А это базовый вопрос. Потому что почему вдруг испарившаяся вода решает улететь в центр континента? И причем куда-то долетает, а куда-то не долетает. То есть до пустыни Гоби она очень редко долетает, до Кыргызстана она долетает, слава богу, чаще. И вот на самом деле это очень важный вопрос жизни в принципе, потому что тут нужно вспомнить, опять же, историю и палеонтологии, да, и биологию, которую вам преподавали, и поговорить вот о чем, что когда-то, когда жизнь только выходила на берег, да, и начинала двигаться вглубь континента, основной вопрос, который нужно было решить в жизни, это вопрос о том, каким образом постоянно быть связанной с водой. Потому что если нет воды, нет жизни. Мы с вами это прекрасно знаем. Как только мы знаем это по нашим засухам, мы знаем это по пустыням и так далее. То есть вопрос воды – это главный вопрос жизни. Есть вода в жидком состоянии, значит, или иначе будет жизнь. Если воды в жидком состоянии нет, жизнь существовать в этом месте не может. И поэтому жизни нужно было как-то решить, как же дотягивать воду дальше. И не просто дотягивать, а сделать так, чтобы она была постоянной. Потому что, представьте себе, если бы мы зависели, если бы вообще вся жизнь зависела только от прихотей ветров, да, вот сегодня ветер подул в эту сторону и отнес вот эти капли, да, туда. О, замечательно, там деревья попили, все замечательно. А потом там 2 года ветер туда не доносится. Представляете, и все. И получается, что это место стало за это время безжизненным, да. И вот эту стабильность, да, нужно было как-то решить, что делать для того, чтобы обеспечить водную стабильность в середине континента, там, где она далеко от поверхности воды, да, открыта. И для того, чтобы решить эту проблему, жизнь придумала что? Деревья. Деревья с большой кроной.
было много экспериментов, которые использовала жизнь. Сначала, ну вы знаете, первые растения – это растения, которые жили в океане, они живут сейчас и так далее. Да? Потом первые травянистые растения, вот они выходили вот сюда, на побережье, там двигались туда и так далее. Но для того, чтобы обеспечить себя все время водой, да, причем стабильной водой, жизнь изобрела, придумала, создала деревья с большой кроной. Зачем это нужно было? Потому что деревья с большой кроной – это очень устойчивые насосы, да, которые из-за того, что листьев достаточно много. Алло? Мама? Алло, телефон. Да, вы слышите? Я начался. Пара, вы Да. могли бы выключить? Извините, у вас микрофон включен, Джапара. Да, уже устранили проблему. Ага, спасибо. Так и вот, и вот обратите внимание, вот это очень важный момент сейчас. И я хочу, потому что этот момент, это и есть базовая ошибка в наших учебниках. В учебниках биологии и географии. Не потому что кто-то хотел вас запутать, но потому что это открытие последних лет. И вы как студенты, которые должны получать самую последнюю, самую важную информацию, мне кажется, что для вас это очень нужно, да, про это понимать. Так и вот, обратите внимание, жизнь начала создавать такие комплексы, да, которые бы испаряли гораздо больше, чем с площади океана. Если мы распрямим все листочки зеленых растений, да, деревьев, и положим их вот в один ряд, то эта площадь будет куда больше площади океана. А соответственно, количество испаряемой влаги с каждого листочка, вы знаете, происходит транспирация, и получается, что количество испаряемой влаги с лесов, вот они здесь, да, оно превосходит количество испаряемой жидкости с поверхности океана. А что это значит? Там, где больше испаряется, сюда нужно больше воды, правильно? И получается, таким образом, чем больше испаряет лес, тем больше он затягивает, как бы высасывает вот этот вот воздух, да, который с поверхности океана, влажный воздух, он идет не просто вверх. Видите, вот здесь вот эта ошибка, что он испаряется и улетает вот здесь вверх. Ничего подобного. Его засасывает вот сюда ветер, его засасывает лес. И таким образом получается, что лес должен всегда тянуть влагу из океана в центр континента. Над лесом испаряется больше влаги, и, соответственно, выпадает больше осадков. Вот, теперь вы можете увидеть ошибки. Смотрите, испарение здесь меньше, чем вот здесь. А вот здесь вообще ничего не нарисовали. Видите, вот испарения над лесом нет. Испарение и конденсация поднимается не сразу над океаном, а большая часть ее утягивается на сушу. И вот тогда это дает ответ, почему в центре континента, далеко от океанов и водных источников, у нас выпадают дожди. И почему у нас текут реки. Именно потому, что здесь, на этих территориях, есть вот эти вот комплексы. Вот я хочу их показать теперь, как правильно. Да? То есть то мы видели как в учебниках, а это как правильно. Смотрите, доля суммарно испаряемой влаги с поверхности океана 37%, около 40%. При этом доля суммарно испаряемой влаги лесами 60%. Видите, несоразмерно. Поток влажного воздуха направляется вот сюда. При этом осадков над океаном выпадает 34%, в то время как над материками 66%. Просто, если это будут просто стихийные ветра, причем вот это постоянные показатели, которые не меняются на протяжении долгого времени. До тех пор, пока лес есть, оно работает именно таким образом. И вот эти показатели распределены именно так. Как только леса нет, начинаются всевозможные отклонения от этой нормы. Но вот в данном случае мы видим, что осадки над материками должны соответствовать больше 60%. И смотрите, сток воды в океан, поток влажного воздуха, который несет 3,9%, и сток воды в океан 3,9%. То есть очень заточены друг по отношению к другу циклы входа и циклы выхода. То есть циклы той воды, которая затягивается на континент,
и столько воды, сколько сливается с континента. Вот эти данные я хотела вам привести. Обратите внимание, что вот все пресные озера, горные ледники, болота и так далее, да, содержат столько воды, сколько стекает через реки в океан всего за 4 года. То есть как только перестанет функционировать лесной насос, вот этот вот, о котором мы сейчас с вами говорили, в течение 4 лет вся влага с континента будет спущена. И знаете, как вот в ванну, да, когда открываешь вот эту вот пипочку, да, и вода уходит. То есть если не будет повторного вот этого затягивания, засасывания воды в континент, да, внутрь континента, то тогда мы просто получим пустыню в середине континента буквально в течение там 10 лет. Это максимум, потому что за 4 года все реки унесут всю влагу, всю воду, да, доступную с материков, она останется каким-то образом в почве, но и то не так долго. И при проникновении вглубь суши на каждые 400 километров поток влаги и осадков уменьшаются вдвое. То есть получается, что чем дальше от кромки океана, тем меньше осадков. И поэтому необходимо, чтобы в центре континента росли леса, которые будут затягивать эту влагу постоянно и балансировать тот сток, который осуществляется реками. И если у нас не будет лесов, а будет только травостой, то вот существование этого травостоя невозможно даже на небольших расстояниях от океана, потому что трава не сможет все время затягивать эту влагу. Слишком маленькая площадь зеленой поверхности травы, да, для того, чтобы осуществить эту массивную функцию, да, то есть эту функцию регуляции, да, регуляции воды на территории континента. И как мы уже с вами говорили, что для устойчивого заселения всей суши жизнь вынуждена была изобрести такой вид растительности, как высокие деревья с широкой кроной, состоящих из огромного количества листьев. И более того, они должны соприкасаться друг с другом, эти листья. Кроме того, вот биотический насос влаги, как мы говорим, это синхронное действие всех деревьев и обслуживающих их остальных организмов в этом сообществе. Что это значит? Это значит, что не каждое дерево, которое вы посадили в лес, будет выполнять эту функцию. Потому что все деревья друг с другом очень четко взаимосвязаны. Поэтому и существуют определенные леса. Есть лиственные, хвойные леса, да, например, орехоплодные леса есть в Кыргызстане и так далее. Но если мы возьмем и в этот же лес посадим, например, павловню, да, то есть это интродуцент, это растение, которое для нас, для наших лесов не характерно. Как вы считаете, к чему это приведет? К дисбалансу. Дисбаланс. Так, какой? С чего дисбаланс? С чего? Поразмышляю. Но если те деревья, которые не вырабатывают воду, например, конденсацию, фотосинтез, например, так, но тогда будут у нас избытки воды, точнее, нам требуется много воды, но мы можем терять какие-то проценты водоворота, точнее, вода будет уходить, но не, мы можем потерять цепь. Да, отличное размышление, отличное. Да, прям вот молодец. Дело в том, что действительно растения друг с другом связаны. Да? И если мы интегрируем другое растение, которое на самом деле, то есть представьте себе, это многие тысячелетия, да, эти растения друг к другу подстраивались. Например, да, вы учитесь в одной группе. Вы все прекрасно друг друга знаете, от кого что ожидать и так далее. И вдруг к вам в группу приходит человек, который вообще не говорит ни на кыргызском, ни на русском, ни на английском, ни на турецком, да, вот говорит на каком-нибудь фарси, да, или, не знаю, хинди. И что? Ваше взаимодействие с ним получится? Оно будет крайне осложнено.
И, соответственно, этот человек будет чуть-чуть выпадать из коллектива, особенно на первых этапах. Но вот эти первые этапы для леса – это многие-многие тысячи лет. То есть то, что для нас это могут быть дни, месяцы, да, пока человек там новый адаптируется в коллектив. То есть это другое слово в другом тексте, на другом языке получается. То есть если мы в наш текст, который, например, вот сегодня мы говорим с вами на русском языке, начинаем вставлять слова на, например, старофранцузском, текст начинает быть непонятным. И точно так же он лишается смысла экологического. То есть внешне он может выглядеть как буквы, да, и похож на текст, но на самом деле он перестает нести экологический смысл. Он перестает выполнять вот эту самую функцию насоса. И здесь сложно сказать, будет воды больше, будет ее меньше, будет она как-то по-другому, там будет осуществляться какой-то по-другому сток или нет. Дело в том, что вся система, как организм, она будет дисбалансироваться. Например, если в наш организм вдруг взять и посадить какой-нибудь искусственный чип, да, или еще что-то такое, да, то есть понятно, что наш организм будет от этого не сильно счастлив. Да, или там вот сейчас пытаются заменять там почки, еще что-то, но это целая огромная проблема, потому что а тут лес, он тоже очень сложный организм. И если мы начинаем вот так экспериментировать, забирать какие-то элементы, вносить какие-то элементы в эту стройную систему, то система начинает хуже функционировать. Система начинает болеть. Система начинает пытаться восстанавливаться, да, и пытаться зашить эти проблемы, да, эти болячки, которые мы ей наносим. Но пока система направлена на выздоровление, она гораздо хуже притягивает воду в центр, на нашу землю. И это получается на самом деле основная проблема. Да? То есть когда мы начинаем подсаживать не пойми что, да? Когда мы начинаем засаживать только одними деревьями, без кустарников, без трав, без животных и так далее, это, знаете, это похоже на то, что как действует человек. Он берет, разбирает машину, например, там, не знаю, прекрасную Тойоту, да, по каким-нибудь маленьким винтикам и гаечкам. И начинает говорить, вот эти гаечки, они большие, мы их в одну сторону положим. А вот эти вот винтики, они маленькие, мы их в другую сторону положим. Вот эти синенькие, мы их сюда. Эти там крупненькие, мы их туда. Но проблема в том, что машины из этого не получается. То есть мы систематизируем вот это все по-другому. Машина едет только тогда, когда она устроена вот таким образом целостно. Мы не знаем до конца, как устроена экосистема. Потому что сложность экосистемы настолько велика, потому что количество видов в экосистеме настолько велико, и сложность их взаимодействия друг с другом колоссальна. Мы не знаем. Человечество еще не нашло ответ, как детально функционирует экосистема. И, возможно, это будет ваша работа. Это, может быть, будут ваши диссертации. Может быть, это будет как раз ваш вклад в науку, чтобы понять, как функционирует экосистема. Пока у нас есть только приблизительные представления о том, как что друг с другом связано, и часто они достаточно простые в отношении самой системы. Наша задача, так как мы не можем понять, как работает эта машина и как работает это устройство, наша задача ее не разрушить. То, с чем мы сейчас с вами, коллеги, не справляемся. И вот я сейчас уже начала говорить об этом. Конкуренция, о которой говорит Чарльз Дарвин в контексте эволюции. Дело в том, что когда создавалась теория Дарвина, да, происхождение видов путем естественного отбора, когда он говорил о том, что базовый двигатель – это конкуренция, выживает сильнейший, да, помните, конкуренция внутривидовая, конкуренция межвидовая. Потом тоже речь шла о том, что внутривидовая конкуренция между, вы знаете, да, наверное. Вы с каких факультетов, ребят, чтобы я понимала, как бы, насколько мне нужно примеры какие приводить? Какие? Еще раз, Мирим, можете сказать факультет?
со связью. Здравствуйте, кажется, здесь с разных мест, да, то есть некоторые из университетов, некоторые школьники, вот некоторые из социологии и так далее. Отлично, отлично. Тогда я буду приводить примеры. Те, кто уже продвинулся дальше, ну, вы уже тогда уж извините, если примеры будут достаточно простые. Но я постараюсь очень просто рассказать. Извините, можно я вам расскажу? Да, конечно. Пару минут мы сделаем перерыв, а потом продолжим. Давайте после этой мысли сделаем перерыв. Да, давайте. Так, вот смотрите, вы как раз можете сесть и подумать о ней. Угу. В тот момент, вот Чарльз Дарвин, его теория, да, теория происхождения видов путем естественного отбора. Он говорит о том, что виды друг с другом конкурируют, и самые сильные выживают. Да, они приспосабливаются, во-первых, к окружающей среде, да, и выживают те, которые побеждают в этой конкуренции. Если внутривидовая конкуренция сильнее, вид, ну, например, мы говорим о том, что вот там олени, да, вот олени друг с другом конкурируют сильнее, чем олени, например, с тиграми. То есть тигры едят оленей, нет, да, ну или, я не знаю, рыси, барсы, например, барсы и Марко Поло, да, то есть вот наши горные бараны, они внутри своего стада конкурируют или между стадами конкурируют сильнее, чем с барсом. То есть барс и Марко Поло разновидовая конкуренция, а внутривидовая конкуренция – это когда Марко Поло друг с другом конкурируют за единый ресурс, да, то есть за траву, там еще за что-то. Так вот, дело в том, что когда создавалась эта теория, да, нужно понимать, что в этот момент в Европе начиналось развитие капитализма, да, когда речь шла о том, что нужно было, ну, вот каким-то образом, в том числе, оправдывать, да, вот эту конкурентную схему, которая тогда появлялась в экономике. И поэтому теория Дарвина была крайне созвучна, да, с тем, что происходило в социальной жизни, в экономике, да. И вот эта вот тема борьбы, да, она пронизывает в том числе и его теорию, да, теорию Дарвина. И вот я здесь привожу эту фразу, да, меня всегда что-то смущало в этой идее о конкурентной борьбе. Конечно, Дарвин этого не говорил. Это я привожу нам с вами, да, чтобы критически посмотреть на то, что на самом деле, как устроена жизнь. И конкуренция совсем не является двигателем эволюции и двигателем жизни в том числе. Но сотрудничество видов для улучшения, регулирования окружающей среды для жизни, вот это суть эволюции. Потому что все друг с другом взаимодействует. Для чего? Для того, чтобы жизнь продолжалась, как говорил Арон Абрамович Бруднер. Для того, чтобы виды стараются лучше регулировать окружающую среду. Виды не столько приспосабливаются к окружающей среде, хотя это явление есть, но в целом жизнь адаптирует среду к себе. То есть жизнь меняет планету. Не жизнь подстраивается под те условия, которые есть, но жизнь меняет нашу планету. Вот об этом я предлагаю подумать перед перерывом. И на перерыве, Мирим, вам слово. Ага, спасибо вам большое. Ребят, у меня есть важное объявление для вас. Хорошо, спасибо. Ребят, я увидела, что были вопросы, и эти вопросы были связаны с муссонами. Поэтому я как раз подготовила, пока у нас был маленький перерыв, да, подготовила вот такую вот картинку. Она, к сожалению, не такая яркая, красивая, цветная, но тем не менее она показывает логику. Что смотрите, вот естественный лес, да, вот достаточно большой процент затягивает и испарение, да, вот это черным мы видим испарение. Пустыня, как тут написано, заперта для влаги, потому что испарение, смотрите, совсем незначительное. И вот буквально это капельки, да, которые перепадают в пустыне.
Если у нас травянистая растительность, да, вот тогда возникают зимние и летние муссоны. Да, то есть зимние и летние муссоны возникают еще тогда, когда у нас лес, например, бореальный, да, и он зимой спит, да, летом работает. Тогда у нас происходит вот эта вот разница, понимаете, когда включается насос, да, биотический, тогда, ну, например, это вот в России. Вы можете, кстати, все видеть вот весенние паводки. Ведь весенние паводки связаны с тем, что еще не включился биотический насос. Да? Когда биотический насос работает, паводков нету, потому что лес контролирует количество влаги. Когда лес не контролирует количество влаги, да, то есть получается, что вот это вот там сток таяния и большой сток, который вызывает там наводнение и так далее. Вот. Ну и вот вы видите, да, то есть летний муссон это сюда идет влага, да, потому что сильное испарение. Зимний муссон испарения особо нет с поверхности, поэтому идет обратно. Вот, собственно, это представление о муссонах. Спасибо за ваш комментарий в чате. Итак, деревья, лес – это не только деревья. Лес – это система. Да? И поэтому, когда мы с вами за деревьями леса не видим, это большая проблема. Ребята, более того, вот сейчас вам координатор дал интересное задание. Интересное задание связано с растениями, животными, микроорганизмами из Красной книги. Если честно, про микроорганизмы из Красной книги мне тут сказать сложно. Насколько я понимаю, микроорганизмы в Красную книгу особо не носятся, если это не лишайники, но тем не менее. Да, то есть речь идет о чем? Почему те или иные растения и животные попадают в Красную книгу? Есть два ответа на этот вопрос. Первый вопрос, да, что мы как люди, да, вот нам нравятся такие большие заметные существа с большущими глазами, мягкие кошечки, мур-мур-мур там и так далее. Барс, ой, какой он там замечательный и красивый. Но проблема и это видовой подход. Да, то есть Красная книга – это следствие видового подхода, который сегодня уходит на второй план. Почему? Потому что мы не можем сохранить виды отдельно от системы, в которых они живут. Дело в том, что виды – это часть вот этой сложной машины, о которых мы с вами говорили. Экосистемы бывают не только лесные, да? Целый спектр экосистем. В Кыргызстане вообще 20 типов экосистем. Но из 20 типов экосистем у нас сегодня как минимум 10 уже погибло. Как минимум 10. Почему? Потому что главой экосистемы является хищник. Хищник, который управляет всем этим. Размножающаяся популяция хищника. Хищник, его дети и так далее. Да, они живут на этой территории, да, это их хозяйство, да, так скажем, вот, и прокормители этого хищника, и трава. То есть хищник регулирует прокормителей, их численность. Прокормители регулируют травяные растительность и так далее, да, древесная, травяную растительность. Вы, наверное, слышали историю про Йеллоустонский парк, куда после большого перерыва были завезены волки. Там не было до этого хищников. И волки изменили течение рек. Почему? Потому что они стали по-другому, копытные вести себя по-другому. Волки их пугают, они там убегают, они начали контролировать численность этих самых копытных и так далее. И копытные перестали выедать какие-то места, да, на побережьях рек, реки начали обрастать поймой и так далее. Понимаете, как интересно, мы не знаем, до какой степени все взаимосвязано. Но мы знаем, опять же, что деревья взаимодействуют друг с другом. И взаимодействуют они друг с другом через что? Через много разных процессов. Во-первых, это фитонциды, во-вторых, это микориза, да, то есть это грибницы, через которые взаимодействуют деревья. И это только часть того, что мы знаем. Искусственные насаждения из экзотических деревьев с другими генетическими программами, то есть все деревья, которые есть в лесу, растения, животные и так далее, у них генетическая программа заложена на то, чтобы выполнять вот эту функцию на этой территории. То есть функцию биотического насоса на этой конкретной территории. Вот как только мы привносим, это наш с вами разговор, вот до этого, который мы начали,
что как только мы привносим экзотические деревья, у них другие генетические программы. Они заточены под другое, они не знают, сколько влажности нужно, как взаимодействовать с другими, кто вокруг и так далее. И они таким образом, если их становится больше, они разрушают систему. О чем мы говорим? Мы не должны, не каждое дерево лес. Вот это очень важно знать. И наша организация, Глобальная лесная коалиция, ведет большую работу по признанию того, что плантации – это не леса. Это, видите, зеленые кладбища, да, зеленые пустыни. Они выглядят как леса, но они не леса. И поэтому, когда, знаете, вот опять же, у нас сейчас стало модным высадить 1 миллион деревьев, 2 миллиона деревьев, там, я не знаю, ходить и высаживать бесконечно бездумно деревья. С этим надо быть осторожным. Нужно знать, что сажать и куда. Первое, сажать только то, что растет, уже физически растет на этой территории. То есть, если вы приходите на опушку леса, где растут сосны, сажайте сосны. Или кусты, которые там уже растут. Да, не надо сажать березы, не надо сажать что-то другое. То есть надо, во-первых, посмотреть на то, с чем вы имеете дело уже. Не надо сажать бамбук там, например. Да? Вот это основная суть восстановления. Плантации, вот эти бесконечные высаживания чего угодно, они зачастую могут привести даже к худшему эффекту, потому что они могут привести к разрушению окружающей среды и экосистем. Что происходит сейчас на планете? Вот обратите внимание, вот это вот 9 значимых проблем, да, которые сегодня характерны для всей планеты. Ряд институтов исследовательских определили безопасные границы, вы видите зеленым, да, то есть если эта проблема не выходит за вот этот зеленый круг, то тогда, в принципе, экосистема планеты может каким-то образом снизить это воздействие и самовосстановиться. Как только эта проблема превышает воздействия, которые определены в зеленом круге, вот в этом, то, соответственно, это уже критически плохо. Вот что у нас мы имеем на сегодняшний день. Обратите внимание. Утрата биоразнообразия. Базовая проблема сегодня экосистемы планеты. Изменение азотного цикла. Это сильно связано с утратой биоразнообразия, потому что ведь экосистемы не только с водой работают, да, не только вот этот водный насос, но экосистемы работают с тем, чтобы циклы фосфора, азота, да, вот их стандартизировать, их сделать правильными, да, то есть их работать над тем, чтобы постоянно не было излишков, но и недостатков, да, то есть регулируют. И то же самое с изменением климата. Смотрите, мы вышли уже за безопасные пределы. И вот когда у нас соединяются вот эти вот вещи, 3, да, это на самом деле говорит уже о системном кризисе. И мы находимся с вами на пороге очень, к сожалению, опасных преобразований, которые могут затронуть всех жителей планеты. И вопрос тех жертв, которые, к сожалению, придется принести человечеству в виде недостатка продовольствия, в виде рисков, связанных с изменением климата и так далее. По большому счету нужно сказать, что климат стал меняться в момент утраты 60% территорий, которые занимали естественные экосистемы. Потому что именно естественные экосистемы стабилизируют климат. Вот, например, облака. Да, казалось бы, облака и облака, но высокие облака увеличивают температуру на планете, а низкие облака снижают температуру. А именно биота может регулировать, какие именно облака будут создаваться на этой территории, потому что биота делает вклад в создание низких облаков, облаков с большей влажностью, да, и, соответственно, уменьшение вот этой температуры. То есть это не только проблемы углекислого газа. Более того, проблемы СО2 для нормально функционирующей здоровой биоты просто не существует. Потому что порядка чем в течение 10 лет оно может привести
все в нормальное состояние. Но это так же, как, знаете, вот люди, которые живут в квартире, да, они видят, что вот, ну, например, там беспорядок дошел до какого-то уровня, нужно срочно убираться. То есть пока этот беспорядок доходит до небольших уровней, биота молчит. Как только этот беспорядок доходит до, переходит определенную границу, биота начинает очень быстро работать для того, чтобы навести порядок на планете. Вот сегодня у нас просто пустой дом почти что, потому что у нас нету и становится все меньше и меньше тех, кто может наводить этот самый порядок в нашем с вами общем доме. А человечество это делать не может. Никакие технологические вещи, которые мы с вами придумаем, не способны вот снизить эту самую концентрацию углекислого газа без работающей биоты. Но это не значит, что мы должны забыть о Парижском соглашении и не работать на снижение там, выбросов углекислого газа, на экологические, на решение других экологических проблем. Это помощь биоте, которая сейчас болеет, которая сейчас находится в достаточно плачевном состоянии. Вот смотрите, карта сокращения лесов только на нашем материке плюс Африка, да, ну вот я не все материки брала, с 2000 по 2019 год, это меньше, чем 20 лет. И вот эти кровавые пятна, это там, где мы лишились лесов. Это те места, которые теперь не делают вклад в стабилизацию нашей общей окружающей среды, в стабилизацию климата, воды и так далее. Что в Кыргызстане? Сегодня в Кыргызстане 5,6% территории покрыто лесом. По мнению Эмильджапарыча Шукурова, нашего учителя, 30% территории страны может быть покрыто лесом. То есть представьте себе, как у нас было бы замечательно и хорошо, мы бы с вами не чувствовали настолько сильное изменение климата, если бы наша территория была покрыта 30% естественных лесов. Это была бы другая, извините, страна, и другой микроклимат, другой воздух, да, и другие пастбища, пашни, и совершенно другое высокое качество урожая. Сегодня мы живем во время дисбаланса. Люди, коровы, овцы, да, скот занимают больше, чем 70% биомассы всех живых существ, которые живут на территории нашей страны. Видите, птицы, зверей вообще чуть-чуть, грызуны, птицы, вот. Это Эмильджапарыч Шукуров. Я очень вас призываю, те, кто хочет посвятить свою жизнь охране окружающей среды, читать его труды. Я дам ссылки, где можно их взять. Пишите работы на основании работы этого ученого и так далее. И вот здесь приводятся данные в живом весе, да, сколько у нас коров, овец, коз, лошадей, людей, домов, домашней птицы. Видите, вот в 1000 тонн, да, а вот сколько козерогов, архаров, косуль, кабанов, сурков, грызунов, хищников и так далее, всех птиц. То есть заметьте, да, насколько мы перешли эти барьеры, а сколько нужно. А нужно, чтобы их было не меньше, чем 60%. Сегодня пока. Почему? Потому что если мы, как люди, а мы крупные, в том числе, ну, крупные всеядные, да, если мы будем потреблять больше 1% продукции биосферы, то биотическая регуляция будет ломаться, этот механизм, будет плохо работать. А сегодня мы потребляем больше 10% продукции биосферы. И это действительно пределы, да, пределы нашего роста. Мы стоим, ваше поколение будет, скорее всего, жить уже в другом мире, потому что, к сожалению, вот это поколение довело планету до вот этих вот пределов роста. А вам надо будет искать какие-то, и нам всем вместе сейчас, у нас вот Межгосударственная комиссия по изменению климата говорит, что у человечества осталось порядка 12 лет, чтобы принять значимые решения. Если не успеем, то будет все куда серьезнее. 60% территории экосистем должно быть диких. Тогда будет прекрасное сельское хозяйство, 30% спокойно нас обеспечит едой, всем остальным. 10% территории может быть урбанизировано. Это города, села, населенный пункт. Вот. И по большому счету у нас наша страна допускает, территория нашей страны вполне допускает такое распределение.
У нас не так много людей. Не каждая экосистема может выполнять вот эти все необходимые функции, а только зрелая экосистема. Поэтому, когда мы видим, вот знаете, лес, где валяются бревна там и так далее, да, где вот старый лес, да, лесники говорят: о, это захламленный лес, это там уже что-то плохое. Ничего подобного. Именно такой лес и выполняет экосистемные функции. Мирим, насколько я понимаю, у меня есть времени чуть-чуть больше, да, потому что моя коллега не сможет сегодня, Альфия, я тогда покрою и ее тему, правильно? Да. Вообще время до 12:30, если вы У меня успеете. 15 минут. Да? А еще потом можно сделать еще и обсуждение с ребятами. Хорошо, ну тогда я постараюсь за минут 10, максимум 15 закончить теоретическую часть, чтобы мы могли потом поговорить. Да, конечно. Спасибо. Итак, сегодня мы с вами находимся на очень важном моменте, в очень важном этапе. Да? Когда-то люди думали, что Земля вот такая, она вот так выглядит. Потом был слом представлений о том, что на самом деле все устроено по-другому, вот так. Что Земля-то она круглая, помните? И были даже жертвы, да, когда речь шла о том, чтобы доказать, что все-таки все устроено по-другому, мир не такой. Потом стали детализовать, что, оказывается, она там приплюснутая с разных сторон. А потом, когда у нас появились космические всевозможные спутники, мы увидели, что она-то вот такая. Выглядит наша планета вот так. Это космическая картошка, так называемая. Да? И вот сегодня мы с вами находимся на этапе вот такого же огромного скачка смены представлений. Между Земля плоская и Земля круглая. Да? Вот круглая, не просто круглая, а вот такая. И вот этот скачок, он связан с тем, что мы должны по-другому оценить и понять деятельность биосферы, жизнь биосферы, законы биосферы. Это очень сложно. Сейчас человечество думает кусочками, знаете, вот я подумаю про климат, и отдельно другие ученые думают про биоразнообразие. А вот вместе все, да, вместе думать про то, как думал Владимир Иванович Вернадский, да, о системах, больших и сложных системах, биогеоклиматических, биогеоантропоцено-климатических, да, то есть человеческо-социальных, природных, технологических, вот все вместе. Вот нужны будут на следующем шаге ученые, да, люди, которые разбираются вот в этой сложности. Сегодня, когда нам говорят углекислый газ, это представление на уровне 3-го класса. Вот я вас уверяю, потому что сегодня новые представления и концепции связаны с тем, что все по-другому устроено. Биосфера живет как целостный организм, с чего мы с вами начали, про аватара, да, который мы не понимаем. Мы должны его понять, но мы должны его сохранить. Парижское соглашение, о чем я говорила, вот нам все говорят: о, парниковые газы, все так ужасно, да? Но вот где проблема, понимаете? Проблема вот здесь, где мы нарушаем тот сложнейший механизм, который вырабатывался миллионы лет, который поддерживал этот самый климат. К сожалению, далеко не все люди на международном уровне это понимают и признают. Наш климат, основной его особенностью, как я уже говорила, является устойчивость. И поддерживает эту устойчивость, как я уже говорила, биосфера. Пока климат находится, физически неустойчивый климат, находится под контролем биосферы, все будет отлично. Как только биосферы нет, которая его поддерживает, мы можем быть свидетелями очень быстрого разрушения климата. Я вам очень рекомендую ознакомиться с теорией биотической регуляции, где очень детально описаны эти вопросы. Вот ее основатели: Виктор Георгиевич Горшков и Анастасия Михайловна Макарьева. Я вам дам ссылки. Пожалуйста, читайте, исследуйте. Это то, что сейчас имеет большое значение. Ой, что-то. Вот. Ну,
Кыргызстан. Почему текут реки в Кыргызстане? Да потому что у нас еще есть что сохранять. У нас еще сохранились вот эти самые естественные экосистемы, о которых мы с вами говорим. И это признано на международном уровне. Кыргызстан входит, в мире выделено около 200 горячих точек сохранения биоразнообразия. Что есть горячая точка? Дело в том, что горячая точка – это территория планеты, где сконцентрировано большое количество различных существ, да, и экосистем. И вот сегодня у нас Кыргызстан похож на чердак. Он очень испещрен разными экосистемами. Они небольшой территории, да, потому что у нас горная, как вы совершенно правильно и справедливо заметили, у нас горная страна. На одном склоне может быть одна экосистема, а на другом склоне горы может быть другая экосистема, а там где-то в низине третья. Поэтому наша страна представляет собой такой удивительный ковер различных экосистем. И мы являемся той точкой, приоритетной точкой сохранения биоразнообразия, значимой для планеты в целом. И не зря Кыргызстан выступил с инициативой резолюции ООН, которая называется «Природа не знает границ. Трансграничное сотрудничество как ключевой фактор в сохранении и устойчивом развитии биоразнообразия». Ну вот то, что касается термина биоразнообразия, сейчас, конечно, он используется, но как вы вот сначала говорили, да, что биоразнообразие – это там количество живых существ и так далее. Термин биоразнообразие не учитывает связи между этими самыми живыми существами. Поэтому лучше использовать термин экосистемы или биота. Биота – это, как это сказать, это прослойка жизни, да, на планете, вот, которая как раз и включает все живые существа, растения, животные, микроорганизмы. Мир микроорганизмов вообще удивительный и тоже до конца не изученный. У нас, наша планета до конца вообще не изучена, поэтому очень, очень важно было бы идти в эту сторону. И Организация Объединенных Наций объявляет о декаде восстановления экосистем, которая продлится с 21 по 30 год. Так. Как восстанавливать экосистему? Если экосистема погибла, так же, как погиб человек, то восстановить ее невозможно. Потому что потребуется много миллионов лет для того, чтобы жизнь опять в своей всей сложности могла восстановиться в том же виде. Но если есть рядом экосистема, матричная экосистема или экосистема мама, да, то возле нее может появиться экосистема дочка, сыночка. То есть, соответственно, очень важно сохранение вот этих самых матричных экосистем, которые потом, если мы будем огораживать их, или если мы будем бережно относиться к тем местам, которые потенциально могут стать этой самой зоной, то растения, животные, микроорганизмы, они будут перекочевывать с этих матричных участков на участки рядом и, соответственно, заселять их. Таким образом, нам необходимо понимать, где есть комплексы ненарушенных различных сообществ, и мы сейчас с вами уже перейдем к пойменным сообществам, которые нужно восстанавливать. Восстанавливать как? Здесь мы можем подсаживать, чтобы облегчить труд экосистемы. Но подсаживать что? Подсаживать те кустарники, деревья, которые находятся вот здесь, на тех зонах, которые еще сохранены. То есть смотрим на природу, учимся у нее, смотрим, ага, растет облепиха, отлично, подсаживаем облепиху. Смотрим барбарис, замечательно, садим барбарис. Собираем семена травянистых, рассыпаем семена травянистых, и тогда на этом месте будут те травы, которые необходимы, те кустарники и деревья, которые необходимы. И, конечно, туда прилетят насекомые, птицы, и придут живые существа, которые являются частью этой экосистемы. То есть восстановить экосистему – это не то же самое, что посадить куда-нибудь деревья. Вот это я прошу вас запомнить. Хотя, например, высадка деревьев в городе
это другой вопрос. И, скорее всего, с вами об этом будут отдельно разговаривать. Обратите внимание, что сажать тоже нужно не просто так, а сажать нужно ярусами. Нужно всегда помнить, что необходима трава, травянистые, необходимы кустарники, необходимы деревья разных ярусов. Причем, знаете, вот в последнее время вот эта мода, извините, дебильная, на газоны, да, вот эти зеленые газоны, лужайки, вот эти вот, это очень плохо, это пагубная вещь, это зеленая пустыня. Не надо высаживать газоны. Вот такие газоны, как, знаете, как вот сейчас, и потом их стричь бесконечно и так далее. Да? Это экологически совершенно несообразная вещь. Газоны разрушают в итоге почву и разрушают в итоге систему, потому что на них не живут насекомые, они не привлекают насекомых, они забирают эту территорию у тех мест, где могли бы расти одуванчики, да, наши замечательные с вами одуванчики и другие травы, дикие травы, которые у нас здесь растут, потому что они привлекут мух журчалок, да, они привлекут других пчел, опылителей, других насекомых. Эти насекомые привлекут птиц, да, и тогда это будет система. Газон не привлечет никого. И поэтому это пагубная практика. Мы не должны ее поддерживать, даже для озеленения населенных пунктов и городов. Это то же самое, как застилать почву пластиковой травой. Та же история. А чем можно озеленять? А вот чем. Кыргызстан очень богат на уникальные растения, да, которые действительно, обратите внимание, находятся в Красной книге. Вот здесь у нас рядом совсем с Бишкеком тюльпаны Грейга, пожалуйста, как Иримурзои, да, которые вы можете видеть, иридиктум Колпаковского, да, вот он, это маленькие ирисы, да, и другие тюльпаны, да, которые здесь, вот Островского, Зинаиды, Пихта Семенова. Вот этим надо озеленять. И на самом деле нужно размножать вот эти виды растений, создавать питомники для того, чтобы их высаживать, в том числе в населенные пункты, в наши дома, потому что это позволит сохранить эти растения. Конечно, не выдирать их в горах, но вот озеленять ими, они очень красивые. Когда-то, я же говорю, голландцы использовали наши тюльпаны для того, чтобы вывести свои. Теперь весь мир покупает у них тюльпаны, а мы с вами нигде. Теперь пойма. Пойменный лес. Пойменный лес, ребята, это удивительная вещь. И удивительная она потому, что она позволяет вот этим рекам, да, которые текут у нас, вот опять же возвращаясь к вопросу рек, она позволяет этим рекам течь медленно, питать все вокруг. Пойменные реки – это коридоры жизни. По ним жизнь переходит из одной экосистемы в другую. Пойменные леса – это леса, которые защищают нас от стихийных бедствий, которые вносят вклад в том, чтобы стабилизировать климат, увлажнить почву, повысить урожайность нашей пашни и пастбищ. И это должна быть экосистема. То есть, обратите внимание, мы должны сохранять пойменные леса, и это должно быть частью национальных стратегических документов, о чем мы говорим, в том числе и с правительствами, и со всеми акторами, с кем мы взаимодействуем. Ну вот, собственно, на этом, ребята, у меня есть еще ролики, я вам их отправлю, потому что я не уверена, что будет звук, хотя мы можем, наверное, попробовать. Мы приглашаем вас подписываться на наш Инстаграм, на наш Фейсбук, заглядывать на наш YouTube-канал. У нас много интересного и постоянные обновления. Я вам вот большой спектр интересных ссылочек отправляю здесь. Вот мы можем с вами, наверное, смотреть еще ролики. Цветок примула ни в коем случае не в Красной книге. Цветок примула, если честно, ребят, он привлекает насекомых, которые потом обожают кормиться нашими помидорами. Так что примула – это не то растение, которым нужно озеленять.
Я тогда перейду, да, сразу к некоторым ответам, да, на вопросы, а потом мы сможем голосом поговорить. Да? Наверное, так? Что вы думаете насчет посадки деревьев в городах? Какую они играют здесь роль? Отличный вопрос, Дильбар. Дело в том, что города, особенно Центральной Азии, они требуют особого подхода к озеленению. И это озеленение получило название оазисный тип озеленения. Знаете же, да, что такое оазис? То есть пустыня, а потом в середине вот такой замечательный какой-то такой зеленый уголок. Вот мы для того, чтобы выжить, да, мы должны озеленять так, чтобы деревья были, высокие, да, чтобы они соприкасались кронами между собой. Вы видели, как это происходит, например, на бульварах Молодой Гвардии, Эркиндык, да, у нас, вот там, где деревья, то есть для чего? Чтобы они создавали вот эти коридоры теней, да, чтобы мы могли идти и не беспокоиться о том, что нас хватит тепловой удар. К сожалению, изменение климата будет происходить и дальше. И тепловые волны будут усиливаться. Тепловая волна – это тогда, когда температура держится больше 30 градусов несколько дней. В прошлом году, по-моему, практически весь июль у нас была тепловая волна. Раньше это было буквально несколько дней, там 2-3 дня тепловая волна, а теперь они становятся по 5-6 дней, повторяются чаще и так далее. И вот сейчас, кстати, на мае и даже в начале июня вы чувствуете это. Поэтому деревья, они защищают нас от этих волн, да, тепловых. И они позволяют нам, во-первых, дышать чистым воздухом, влажным, более увлажненным воздухом. Во-вторых, вот беречь наши, извините, головы от этой кошмарной жары. И если вы еще молодые и не так это чувствуете, то вот поверьте, пенсионерам крайне тяжело и сложно передвигаться по вот этому жаркому пыльному городу, особенно летом. Да? Поэтому, конечно, это огромная роль озеленения городского у нас. Как можем улучшить лесной покров до 30%? Несколько подходов. Первое. Нужно все естественные леса Кыргызстана внести в перечень особо охраняемых природных территорий. То есть все сделать ОПТ. Естественные леса. Да? Второе, возле этих естественных лесов сделать буферные зоны, куда не пускать скот. Вот знаете, Аларча, все же вы были в Аларче? Были, так ведь? Да. Так вот. Дело в том, что Аларча раньше была скотопрогоном, и там ничего практически не было. То есть это была местность, да, вытоптанная скотом. А сегодня Аларча – это любимейшее место нас с вами. И не только нас с вами, но и туристов, которые к нам приезжают. Мы его же обожаем, да, это место. И это было 80 лет только прошло. Просто закрыли для скота. И вот мы можем сделать это же самое. Два момента. Не рубить и определенные территории закрыть для скота. Все, через какой-то момент там начнет восстанавливаться лес. Наш лес восстанавливается тяжеловастенько, потому что все-таки это горные леса. Горные леса сами находятся на грани выживания, и нам нужно им помогать. Сколько процентов занимают леса в данное время? 5,6%. 5,6% территории занимают леса сегодня. В экосистеме, в круговороте, получается, городские деревья не играют роли. Мы защищаем только себя, люди. Да, вы знаете, да. Но городские леса, городские деревья, они, конечно, в большей степени защищают нас с вами. В экосистеме они будут играть роль, если мы начнем высаживать их правильно. Что это значит? Мы должны высаживать местные виды, то есть те, которые характерны для нашей местности. Мы должны высаживать ярусно, то есть мы должны трава, кустарники и так далее. Вот тогда они будут играть роль в экосистемной функции тоже. То есть нужны правильные подходы к городскому озеленению. Тогда да. А если мы сажаем, например, я не знаю, клены, еще что-то такое, оно красиво. Я тоже их люблю. Вот сейчас цветут липы, ребята обожают цветение лип. Такая прелесть. Вот их, у меня что-то выключена, да, камера. Вот их как раз нужно
ну, как бы люблю, говорю же липы, но нужно сажать то, что растет у нас. Так, вот. Ребята, я вот пока не вижу... спасибо огромное, Дильбара, спасибо. Очень, очень приятно за ваши теплые слова. Есть ли какие-то еще вопросы? Ну, тогда есть вопросы у меня. Теперь, знаете ли вы, в чем ошибка в круговороте воды? Извините, Анна, у нас тут есть вопросы, можно я их Да, зачитаю? да, конечно. Читайте или голосом задавайте, как вам удобно, ребят. Айсулу пишет, к чему может привести такое отношение к природе в будущем? Или как мы можем сохранить биоразнообразие в Кыргызстане? Или как изменение климата влияет на биоразнообразие? Это все вопросы Айсулу. Айсулу молодец, да. И про примулу, да, Айсулу тоже вопрос задавала. Интересные вопросы, Айсулу. Ну, первое. К чему может привести в будущем? Целый спектр. Я могу про это целую лекцию отдельную рассказывать, но как пример. COVID-19 – это одна из проблем, связанная с тем, что мы нарушили вот эту границу между экосистемой и живыми существами. Когда мы вторглись в эту экосистему, да, то есть мы как-то с коровами, с овцами, с тем, что мы постоянно едим, мы как-то уже, знаете, вот за многие года, да, наши организмы уже адаптировались, да, мы понимаем, в кавычках, наши тела уже понимают как бы друг друга. Когда начинается вот это вот поедание всего на свете, да, то, что делает Китай, это проблема в том, что уходят эти границы между экосистемами, где происходит своя сложная система взаимодействий, и эти вирусы, конечно, начинают прыгать на нас, потому что это только первая пандемия. К сожалению, вот вы знаете, буквально лет 5 назад наш учитель Мирджафар Шукуров уже тогда говорил о том, что, ребята, одно из рисков человечества – это пандемия. И пандемии, к сожалению, будут только нарастать. Я не хочу пугать никого, но проблема в том, что если мы таким образом будем взаимодействовать с естественными экосистемами окружающей средой, к сожалению, это приведет к учащению пандемий, и они могут становиться все хуже и тяжелее, потому что природа пытается регулировать нас, понимаете? И это один из регуляторных механизмов. Вирусы – это то, чем нас регулируют. Да? На территории Кыргызстана, вы знаете, есть очаги чумы, например, да, природные. И мы тоже должны понимать и очень аккуратно с ними взаимодействовать. Да? То есть не есть там, например, сурков. Вот не надо охотиться на сурков. Потому что на сурках вообще не надо охотиться. Я вообще против охоты, коллеги. Вот у нас так много скота, зачем нам охотиться еще? Не трогайте их, бедных. Это моя позиция. Следующий момент, он связан с тем, что будет ухудшаться климат. Климат будет разбалансироваться. То будет становиться жарко, то град, то снег, то еще что-нибудь. Да? То есть вот эта разбалансировка ансамбля погод, увеличение стихийных бедствий будет к этому вести. К 100 году, по прогнозам ученых, может уменьшиться сток воды до 40%, если мы не поменяем ситуацию с лесами. Что это такое сток воды до 40%? Это нехватка воды, это конфликты за воду, это миграция, да, это, скорее всего, придется искать где-то в другом месте дом и куда-то ехать. Да? Разве мы хотим этого? Нет. И так далее. Да? То есть перечень большой. Что делать, я уже сказала. Оставить экосистемы в покое, заповедать леса, не трогать их, и везде вокруг лесов сделать такую буферную зону, куда не пускать скот. Да? Вот это, мне кажется, важно. Плюс пойменные экосистемы. Восстановить пойменные экосистемы везде, где это возможно. Создавать микрозаповедники для этого. Да? Сейчас у нас есть законодательство, возможность, когда айлок-мету могут создавать микрозаповедники. Вот это мы можем. Мы, кстати, даже можем подумать, как мы можем вместе с вами, ребята, это идея, вместе с клубом Биота, вместе с вами, ребята, с биомом, мы можем поговорить о том, чтобы где-нибудь в каком-нибудь лесхозе взять в аренду лес для того, чтобы создать молодежный микрозаповедник. Давайте об этом думать.
и пробовать, как это все там вот будет работать. Да, Дильбара. Дильбара уже с нами. Все, ура. Тема все очень Классная идея. Да. Ага. Мирим? Да, тут ребята благодарят. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ребята, ура! Все, давайте думать про это. Давайте думать и вместе. Можно вопрос? Да, конечно. Здравствуйте, у меня вопрос про зеленую экономику. И как зеленая экономика влияет на экосистему? Отлично. Вот смотрите, у меня двоякое ощущение отношения к зеленой экономике. Значит, первое, если зеленая экономика использует и интегрирует теорию биотической регуляции, то есть сохранение естественных экосистем, все отлично. Но, к сожалению, мы видим, и вот когда в Рио-де-Жанейро в 2012 году принимался сам термин, сам концепт зеленой экономики, мне посчастливилось участвовать тогда на этом саммите, да, в Рио. И вы знаете, вот огромное, я тогда удивлялась, да, и мне казалось, что это очень классная идея. Но тогда были огромные протесты людей, молодежи, женщин, коренных народов против этой идеи. Я удивлялась, почему. Дело в том, что они говорили, что, ребята, как ее ни назови, зеленая, фиолетовая и любая другая, она все равно экономика. И основывается она на капиталистических принципах. А капиталистический принцип – это принцип наживы. Что когда есть у нас вот эти вот капиталы, да, или вот транснациональные корпорации, которые используют эту мысль, хорошую мысль и очень важную идею для того, чтобы еще больше выкачивать деньги из там, третьих стран и так далее. Да? Поэтому в зеленой экономике есть риски. Но в зеленой экономике есть и потенциал, серьезный потенциал. Потенциал того, чтобы поменять многие системы, да, которые до сегодняшнего дня оставались разрушительными, да, для окружающей среды. Поэтому у меня двоякое впечатление. Но мне кажется, что в зеленой экономике все зависит от того, что мы с вами в нее включим, да, вот наша страна в том числе. Пока вот программа, которая у нас есть, вы знаете, концепция, программа и план по зеленой экономике, я ее очень поддерживаю. Я считаю, что это важный документ для нашей страны. Но вот в целом в мире зеленая экономика может нести, кроме позитивных эффектов, также и разрушительные. Да, все, наверное, да? Я пока не вижу еще вопросов. Да, ребят, если у вас есть вопросы, задавайте. Ребята, вот у Мирим есть моя электронка, есть мой WhatsApp. Мирим, вы можете спокойно передать мою электронку и WhatsApp. Я вам сейчас скину презентацию. Прошу прощения, что до этого не скинула, работала до последнего, что-то придумала. Да, поэтому, вот буквально за 10 минут до нашей с вами встречи я еще думала, наверное, еще вот это надо вставить, вам еще вот это может быть интересно, давайте еще там вот в эту сторону подумаем. Вот, мне было очень приятно сегодня с вами, мне было приятно за то, что вы такие вот интересующиеся, вы много говорили, да, что-то, у вас классные идеи, мысли, поэтому я хотела вам сказать, да, Telegram у меня тоже есть, в Telegram отправить контакты. Если что, Telegram на том же телефоне. Вот. Поэтому, правда, Telegram я смотрю редко. Если все-таки вы будете связываться, то лучше через WhatsApp или через электронку. Вот редко хожу в Telegram. Поэтому, друзья, спасибо большое. Я желаю всем успехов. Я чувствую, что в вашем лице я нашла вот это понимание, да, и я думаю, что нам с вами есть что делать дальше. Да, Анна Кириленко, спасибо вам. Было очень интересно. Презентация получилась вообще классная. Нам все сильно понравилось. Еще раз сильно благодарим за то, что вы приняли наше приглашение и поддержали нас. Вот. Спасибо. Ой, спасибо, ребята, столько позитивных отзывов. Все, тогда удачи вам, счастливо, пока-пока. Хорошего дня сегодня. Спасибо. Вам сидим, мониторим координаторы проекта Биоты, сидим с 3 экранами. Вот с YouTube читаем комментарии. Очень интересная идея, очень интересно. Всех зарядили мотивацией.
Спасибо, Венера, спасибо, Мирим. Да, ребята, все, спасибо, да, хорошего дня, пока-пока. Счастливо. Вы только не забудьте о той идее, которую